Идешь в очередь в кассу, надень маску. На вокзалах строгие санитарные правила. Без их соблюдения к поездке не допустят. Учитывая, что сейчас открыто сообщение по всем направлениям, пассажиров немало, а значит риск заразиться высокий. Работники вокзала также проверяют, соблюдается ли дистанция, регулярно проводят дезинфекцию. На регулярной основе производится дезинфекция вокзалов, контактных поверхностей. Пассажиров информируют о использовании средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. А соблюдаются ли санитарные меры уже в поездке? Профилактические рейды вместе с транспортной полицией сотрудники РЖД проводят регулярно. Особенно в час пик, утром и вечером. По словам сотрудников полиции, чаще всего нарушают подростки и напоминают, что к административной ответственности привлекают уже 16 лет. Что я нарушаю? Маску. Ой, ладно, давайте. Первый встречный пассажир и сразу молодой нарушитель. Маску надел с большим одолжением. По словам полицейских, самый частый аргумент отказа среди молодых – не хочу, не буду и от них только вред. Среди безмасочников нередко оказываются и пожилые люди, чаще просто по забывчивости. Дома забыл, вот бывает так, ну куда деваться? Рубашку в кармане. В таком случае сотрудники РЖД делают замечания и выручают новой защитной маской. По их словам, большинство пассажиров все же проявляют сознательность, и нарушителей сейчас единицы. Положено надо, значит. Это не только ради нас же это просит, чтобы мы не болели. Все-таки уже за 65. Считаю, нужно. Потому что разные люди, если себя не охраняют, а вдруг вот он чихнут, а он больной. Простые дни, будни, ездить проще. Но вот сейчас много учеников едет, поэтому, немножко маску надо придерживаться. Если надеть маску пассажир все-таки отказывается категорически, сотрудники полиции составляют административный протокол. Все материалы направляются в суд. Административный штраф может составить от 1 до 30 тысяч рублей. Компания заинтересована в соблюдении пассажирами тех профилактических мер, которые реализуются. То есть именно ношение средств индивидуальной защиты при нахождении непосредственно на объектах железнодорожного транспорта и непосредственно при поездке в поезде. За нарушение масочного режима еженедельно в суды республики уходят 2500 административных дел. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.